Говорит Грозный. Доброе утро. Чечено-ингушское радио начинает свои передачи с обзора республиканских газет. Помелдуа, Грозниер. Üribikülchu hominausти. Я сат минут. Ну, вчера радиос, ши передача ждаю республиканские газеты обзорец. Мне очень трудная досталась честь. Я говорю от имени горянок. Я тороплюсь за стол рабочий сесть, как хлебороб, вставая с позаранок. О, мужество солдата и певца! Не дай мне в трудный час остановиться. Пусть откровенность одного лица вберет в себя бесчисленные лица. Воистину трудная честь говорить от имени тех, кто веками был замурован в стенах своей сакли. Горянка обрела голос. В большом хозяйстве республики Горянка заняла добрую половину рабочих мест, а также немало мест в органах власти. Лидия Магомедовна Аушева, работница Назрановского инструментального завода, депутат Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. Поэтесса Раиса Ахматова, его председатель. Землячка Ахматовой, Лиля Насуханова, первая горянка, взлетевшая в небо. Еще полвека назад женщина чувствовала себя приниженной даже на самой высокой горе. Сегодня жизнь ее обрела новые качества – высоту. Рассыпались отары по откосам. Среди камней полощется река, и на груди дозорного утеса к исходу дня уснули облака.
А выше гор, меж синим и зеленым, рубеж земле и небу положа, отшелестевшей славы бастионы, седые башни время сторожат. Седые башни время сторожат. А как его усторожишь? Время. Да и зачем? Пришло время, и другие вышки появились на этой земле. Но здесь мы передаем слово Семену Семеновичу Опряткину, инженеру-нефтянику, лауреату государственной премии, первому секретарю Чечено-Ингушского обкома КПСС. Под руководством коммунистической партии отсталая, нищая, безграмотная окраина царской России, Чечено-Ингушетия, за годы советской власти превратился в один из богатейших и процветающих районов страны. Приведу лишь одну цифру. После победы Великого Октября объем промышленного производства нашей республики увеличился более чем в 100 раз. Особое внимание уделяется развитию и росту нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической и газовой промышленности. Наша республика была, есть и будет нефтяной. Много в Грозном заводов. Нефтеперерабатывающий имени Ленина, крекинг-завод имени 23-го съезда КПСС, нефтемаслозавод имени Шерипова, завод нефтяного машиностроения «Красный молот», химический комбинат и еще несколько крупных предприятий, так или иначе связанных с нефтью и газом. Важную роль сыграла грозненская нефть в годы Великой Отечественной войны. Враг всеми силами прорывался к Грозному. Фронт проходил так близко, что наши танки и самолеты, можно сказать, заправлялись горючим прямо на месте его добычи. Сегодня безостановочный поток энергии поступает отсюда на фронты хозяйственные. Течет в разные концы родной страны и более чем в 3 десятка стран зарубежных.